Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши добрые комментарии. Земной вам поклон. Огромнейшее спасибо всем тем, кто делает донаты и поддерживает мой канал. Тема сегодняшнего гадания, сегодняшней отсыпочки звучит так. Чувства, мысли и действия загаданного человека по отношению к вам. Вы можете загадать как любимого человека, так и того, кто вам интересен. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте об этом человеке и мысленно, называв его по имени, задайте такой вопрос. Твои мысли, твои чувства, твои реальные действия. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим мысли, чувства и реальные действия загаданного человека к вам. Так, ну что, этот человек почему-то уверен, что он вам не нравится. Либо вы на него обиделись, либо не нравится. Он за вами наблюдает. Вот видите, вот сидит где-то в каморочке такой какой-то непонятный, да, и за вами наблюдает. Скорее всего, ну, я не знаю, либо это монитор компьютера, либо это гаджет какой-то. Где-то он за вами наблюдает. Также может человек наблюдать из окна машины, либо дома. То есть здесь за вами идет наблюдение, постоянное наблюдение. Ну, я не знаю, тут может быть даже 24/7 он за вами наблюдает. Если есть WhatsApp, да, наверное, следит, сколько была, когда зашла, когда вышла, с кем общалась. Причем у него, видите, он весь со всех сторон тут приготовился, да, скрылся, замаскировался. Вы, может, вообще не знаете, что происходит с ним, где он, куда он там заходил, куда выходил. Может даже с фейкового какого-то аккаунта за вами следить. Это человек, да, тот еще диверсант, да. Вы знаете, он может даже какие-то создавать программы, либо, я не знаю, под чужим именем как-то с вами переписываться, как-то с вами там, не знаю, общаться, лайкать ваши фотографии в социальных сетях. Что-то он такое затеял, что-то у него вот такое хитрое есть, какой-то вот он прям проверяет вас, что ли, либо желает больше знать о вас. Ну, то есть человек крайне интересный, я уж не знаю, что это за мужчина такой. Ну, вот такое поведение, ну, мне кажется странным, да? Мужчина не должен так себя вести, он не должен там из-под тишка что-то там провоцировать, наблюдать и прочее, прочее. Возможно, рядом с вами есть другой человек. И вот этот другой, он его отпугивает, да? Может быть, вы замужем, а может быть, у вас действительно есть еще какой-то друг, ну, просто, например, друг, да, и вот он там распереживался, что вдруг это не друг, да, и я там мимо пролечу, да, отказ получу. У него какой-то пунктик, он боится получить отказ. Этому человеку вы бесспорно очень нравитесь, он о вас думает, он о вас мечтает, он представляет вас в разных каких-то видах, ипостасиях. А с вами он тут прям уже размечтался. Очень сильное желание интимного характера. То есть он к вам безумно горит. Причем горит он и днем, и ночью. Вы знаете, он занимается тем, чем мужчины занимаются, да, когда у них рядом нет женщины. То есть и он это делает, вспоминая о вас. Ваш образ содержится в голове, у него в сердце, может даже фотография есть. И он прям мечтает о вас и представляет, как у вас все происходит. То есть я бы сказала, что у этого человека очень бурная интимная жизнь с вами. Но не с вами как женщина, да, а вот с вашим образом. Если вы вместе находитесь, то вот этому человеку не хватает по интиму с вами. Ему бы хотелось больше, ему бы хотелось, может быть, каких-то, ну там, не знаю, грязных словечек, может быть, каких-то игр, может быть, какого-то, не знаю, трэша в отношениях. То есть у него вот именно сексуальная активность какая-то, она прям на взводе.
Он вам может не говорить о том, что ему мало, да, ему не хватает, чтобы вас там не вспугнуть, чтобы вас как-то там не обидеть. Может быть, вы такая девушка, ну, порядочная, приличная, что вы не приемлете каких-то там, ну, взрослых игр, да. Буду пытаться находить такие слова, чтобы случайно никого не задеть. Вот. И ему не хватает, ему бы хотелось больше. Тут даже может быть такой момент, что вот даже мечтает там втроем попробовать, там вчетвером, я не знаю. То есть у человека в голове, ну, извините меня, тут Содом настоящий и Гоморра. Вот. Я даже не знаю, кого он больше хочет, вас, либо ваш образ. Но с вашим образом он уже перепробовал все позы, все возможные и невозможные места, и все он уже перепробовал, он уже прям просто кайфует. У него вот такой момент какой-то идет, вот он целый день, да, у него начинается утро, он начинает думать о ночи. На работе он думает о ночи, он приходит вечером домой, быстренько там покушал, да, и старается пораньше лечь спать, потому что этот момент он о вас думает, мечтает и представляет, что вы рядом. Будут ли от него какие-то конкретные действия? Да, будут. Он будет с вами разговаривать на какие-то общие темы. Смотрите, если вы с ним не встречаетесь, не в отношениях, то здесь будут разговоры. Разговоры, там, не знаю, о птичках, о природе, о погоде, может быть, о делах, но не более того. И вы будете видеть его какой-то интерес, вы будете понимать, что он вас раздевает глазами, да, просто поедает вас. Но при этом он будет, как ни в чем не бывало, вести себя, как будто бы он, я не знаю, там, холодный, ни о чем, да, вот там. Просто вы там случайно встретились и там какие-то знакомые просто, да, приятели. Если вы с ним встречаетесь, то он не будет вам тоже ничего говорить о том, что ему, например, не хватает по интиму. При этом он может вам подсовывать какие-нибудь, может быть, там журналы, я не знаю, там фильмы, намеки какие-то делать. Но я вижу, что ему не хватит смелости, да, с вами напрямую поговорить. Ну, типа, милая, догадайся, мол, сама. Еще этот мужчина может обижаться на вас, обижаться в воспитательном плане, что он думает, вот если я на нее обижусь, да, она почувствует, что она виновата, значит, она может там исполнить какое-то мое желание в постели, в кровати. У него по чувствам я не могу сказать вообще его чувства, потому что здесь везде интим, извините меня, интим, секс и прочее, прочее. То есть у него все сейчас именно внизу, понимаете? Вот не в голове, не в сердце, а именно внизу. Вот вся энергия сосредоточена, вот все фибры, там все это соединилось именно внизу. Если у него чувства к вам, да, конечно, есть, но какого они характера, насколько они настоящие, я не могу сказать, потому что этот человек, он сейчас полностью зациклен на интиме с вами. Если хочется еще больше, и он прям залип на это дело, то есть настолько сильно вы его и возбуждаете, и удовлетворяете одновременно, что он просто вот готов 24/7 с вами с кровати не вылазить. Если же у вас не было, то он уже с вами побывал, да, в своей голове, в своей фантазии, в разных местах, в разных позах, там, не знаю, там на столе, на потолке, на лампе, там, на необитаемом острове, везде он уже все это представил. И каждый раз, когда он вас видит, встречает, у него прям аж дрожь начинается, он может там краснеть, бледнеть, не знаю, там испарина выделяться, то есть ведет себя странно. Вас это немножечко пугает, настораживает. Настораживает вас в основном такая вещь, что он активно не проявляется, либо ведет себя слишком уж как-то закрыто и сдержанно. И это искусственно, вы это чувствуете, а понять не можете, что происходит. Но мужчина такой, знаете, вы так сильно на него действуете, вы такой для него триггер сильный, что он просто, ну, я не знаю, ему приходится каждый раз вот как нога на ногу, да, и зажимать себе причинное место. Писи не прикажешь. Он, конечно, пытается, но не может. Этот человек вам горит, безумно горит. И у него сейчас все именно там горит, поэтому чувства его считать я на песке не могу. Я вижу лишь только пламя. Я вижу лишь только желание такое, да, быть с вами, не расставаться, заниматься любовью, и весь мир типа должен там где-нибудь в сторонке постоять и покурить. Знаете, ему хотелось бы, чтобы вы, не знаю, что ли, проявляли больше внимания к нему, либо проявляли себя более как
человек заинтересованный, может быть, в отношениях. Просто мне почему-то, вот если вы не встречаетесь, кажется, что вы от него закрыты. Причем закрыты достаточно конкретно. Он к вам тоже пробиться не может, он тоже не может понять, нравлюсь, нет. Но настолько сильно в вас заинтересован, что он просто боится, вот, что вот она скажет, что ты медведь, да, пришел, там все развалил и нарушил там мой порядок жизни. Да? Я таких мужчин не люблю. Может быть, он по финансам немножко до вас не дотягивает, да, что вот вы такая принцесса, а он, ну, обычный там, не знаю, менеджер где-нибудь в страховой компании, допустим, да. Нет у него там люксовой машины и дорогой квартиры. Вот это тоже может его останавливать. Он вас плохо понимает, да? Вы его вообще не понимаете, а он плохо понимает вас. Что вам нужно? Возможно, у него была до этого женщина, которая вот именно, ну, по финансам, да, смотрела на кошелек, сколько там в кошельке что находится. Может быть, даже себя она ему давала исключительно исходя из того, что до этого он дал ей, да. Придет подарок, окей, у нас сегодня будет жара, да, огонь в кровати. Не принес подарок, вообще иди своей дорогой, пока не принесешь подарок, вообще ко мне не подходи. То есть такое тоже могло быть. И поэтому он вас еще не раскусил, он не понимает. Конечно, он видит, что вы хорошая, конечно, он понимает, что вы не за деньги, и не за плюшки, и не за подарки. Но тем не менее, тоже непонятно, он боится совершить ошибку. А если вы не встречаетесь, а просто знакомы, то этот человек еще долго будет ходить, облизываться на вас, жить с вами половой жизнью, да, у себя в голове. Вам нужно с ним будет какое-то, вот, знаете, мероприятие, то есть где-то куда-то пойти, не знаю, в кафе, ресторан, клуб, где вы сможете немножечко как подрасслабиться и поговорить на какие-то общие темы и, знаете, вот выйти на какой-то вот какой-то общий у вас с ним интерес должен появиться. Я вижу у вас какое-то либо общее увлечение, либо какое-то что-то. Между вами что-то общее есть. Вы пока, может быть, это не знаете, либо знаете. Вот по этой теме вы сойдетесь. Ну, отношения, конечно, будут очень жаркими. Если вы уже в паре в отношениях, если между вами уже контакт есть, то с этим человеком нужно прямо напрямую говорить, что нравится в отношениях, что не нравится. И, конечно же, пытаться вот именно интимный вопрос решить. Для него интимный вопрос — это очень самое главное и самое важное. Может быть, он молод, может быть, у него не такой он молодой, да, но у него как кризис среднего возраста, когда он чувствует, что силенки покидают, да, и для этого человека очень важно доказать, что вот у него там еще все внизу работает, причем на твердую пятерочку. Этому мужчине очень важен интим, девочки. Если вы хотите с ним отношений, вот именно таких продуктивных, долгих, то вы должны играть в его игру именно в постели. Может быть, вы не умеете готовить, либо там вы плохо стираете, ему это вообще не важно. Он может там купить в ресторане, он может там в прачечную отдать, да, но вот постель для него какое-то прям больное место идет. Вы извините, я сама не ожидала, что так получится, но вот я вижу, что ему очень хочется все больше, больше, больше. Так что думайте сами, решайте сами. Мужчина немножечко озабоченный вышел. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.